университете, решила познакомить с молодежью, профессионалами, которые являются будущим нашего тувинского народа, будущим тувинской профессиональной музыки и в том числе традиционной музыки. Исследователь, он собиратель всего того, что тувинских традиционных мелодий, наигрышей, инструментальной музыки, вокальной музыки и хореи. Он каждый год почти приезжал, он имеет гражданство, он сам скажет, русский по происхождению, но гражданин Голландии, Нидерландов. Меня, может быть, и так будет слышно? Или с микрофоном, как хотите? Да. Нет, такой хорошо. Да, вот спасибо, Чудора представила меня. Я еще пару слов скажу о себе. То есть я, начиная с 91-го года, приезжаю в Туву. В 90-х годах был, по сути дела, каждый год здесь, иногда по 2-3 месяца. И в это же время, в 90-х годах, я начал организовывать концерты и лекции там у себя в Голландии, и тоже вокруг, в некоторых странах, Бельгии, Германии, во Франции. Приглашал много тувинских исполнителей. И вообще вот с Саяно-Алтайским регионом много работал, и тоже алтайцы, хакасы, казахи. То есть, ну, вот это вся кочевнический ареал такой. Вот. Но в особенности мне интересно было всегда работать с тувинцами, потому что я считаю, так глядя исторически, тувинцы являются все-таки мощными носителями кочевнической культуры, и даже в советское время, в общем-то, это так сильно не потеряли, как многие другие народы. Вы знаете историю, там, скажем, алтайцы или хакасы, они с Россией уже несколько сот лет близки. Тувинцы все-таки, возможно, за счет своего географического положения, изоляции, они вот как-то так сумели компактно сохранить свою культуру, и поэтому, конечно, к тувинцам такой интерес. И впервые я приехал просто на энтузиазме, можно сказать, в 91 году. К тому моменту я уже познакомился с молодыми исполнителями, которые жили в Санкт-Петербурге тогда, которые сейчас довольно известные персонажи. Кулдастай, Станислав Ириль. Вот. Это были первые музыканты, певцы, с которыми я познакомился. И тоже организовывал им уже в 92 году первые выступления в Европе молодым. Но особенное внимание мое, когда я приехал в Туву, в общем-то, сырой, не знающий ничего об этой культуре почти, особенное мое внимание привлекли, на самом деле, старики, чего я тоже не ожидал. Хотя я был знаком с тувинской музыкой еще со школы, случайным образом в библиотеке моей школы были пластинки Тыва и Газы, тувинская народная песня и музыка, где был Оржак Наштаров, другие мастера. И я слышал эту музыку. И когда я в 91 году приехал, я, в особенности Оржак Наштаров, его репертуар я знал. Но, конечно, для меня было просто шоком увидеть этого человека перед собой. Я записывал его сам в отдельной сессии. Эти впечатления у меня сохранились, я вижу это как сейчас. То есть поразительно его спокойный характер, его спокойное, совершенно ненатужное исполнение, сдержанное, как он владел тембрами, как он варьировал стилями, как это было чисто и естественно. И вот это впечатление отложилось во мне, потому что оно не просто зрительное или слуховое, это как бы цельное такое впечатление. Вот. И в 92 году я еще раз приехал на первый международный фестиваль Фонель. В 91 году был республиканский, там иностранцев не было. А в 92-м были уже делегации,
разных стран. Это было большое событие, проходило в театре. И моей целью уже было, поскольку я работал уже с ребятами, вот, молодыми ребятами, моей целью было найти нескольких интересных персонажей, артистов, с кем бы я мог работать, кого можно было пригласить выступать в Нидерланды, потому что в этот момент был такой бум интереса к тувинской музыке в Европе, в Америке, вы знаете, по истории. Вот. И были возможности, в общем-то, при небольшом бюджете, при отсутствии, в общем-то, времени на организацию, организовать концерты, 5, 7, 10 концертов, это было несложно. Сейчас это нереально, все это коммерциализировалось, этого интереса больше нет. А вот тогда, поскольку Советский Союз развалился, и европейцы, американцы с такими глазами смотрели на Советский Союз, и оказалось, что это не одни русские, и что это не одни люди там в шапках-ушанках. Оказывается, что это большая страна с большим количеством народов и культур. Вот, поэтому была возможность представить все это. То есть были тоже финансирования государственные, такие программы. Вот, и моя задача была выбрать интересных людей. И я чисто субъективно к этому подошел, потому что надо мной не стояла никакая организация. Это был мой личный выбор. Вот. И когда я просматривал эти концертные программы, мне просто запало то, что именно пожилые мастера, именно они обладают какой-то такой особенной силой, энергией, харизмой. И именно они мне были интересны как артисты, а не те, кто, скажем, профессионалы, которые были, или, например, ансамбль Тува, хотя они тоже интересные, конечно, были в то время. Но я в первую очередь обратил внимание на вот этих на мастеров, стариков, индивидуальности этих, которые выступали сами по себе, сольно, без ансамбля, без всего. И я тогда встретился с несколькими такими персонажами, и вот один из них, кого я записывал, был Толчи Андрей Чулдумол. То есть он себя, в общем-то, не называл там головным певцом особо или чем-то таким, он рассказывал сказки, как он сказочник. По-моему, 27-го года рождения, я сейчас возьму шпаргалку. 27-го года рождения, он из Арик-Бажи, это у нас Лукьенский район. Вот. Я записывал его сначала сказки, это Игил. Его Игил был такой с деревянной декой, и такой спокойный, льющийся голос, без крайностей, без каких-то динамических прыжков. И я просто спал, на самом деле. Пока он рассказывал все эти сказки, я делал полевую запись, и он доводил меня просто до такого состояния полусна, когда я как будто бы, я не понимаю текстов, как будто бы видел даже все, о чем он рассказывает. Вот. И это было, он, например, пропевал какую-то сказку, и кстати, на очень хорошем русском языке так пересказывал. Очень хороший русский язык, это было то, что он хорошо знал, как выразить тувинскую мысль в русских словах. Не обязательно, что у него был большой словарный запас, но он находил очень четко слово, которое нужно вот объяснить эти понятия. Его очень приятно было слушать. Даже я, будучи русским, выросший в России, я не слышал вот такой вот хорошо льющейся русской речи. Это, видимо, будет воспитание еще 30-х, 40-х годов сказалось. Вот. И мы провели с ним довольно много времени, и я решил, что вот именно этот человек достоин того, чтобы пригласить его. Хотя он не был профессионалом, у него не было какого-то сценического образа, у него не было сценической программы, так называемого репертуара для исполнения. Вот. Но вот я решил, что вот именно его нужно пригласить. И мне посоветовала Валентина Юрьевна Сузукей, такого композитора, тоже исполнителя, Сая Бербю, которого тоже уже нет в живых. И они приехали вместе. Вот. Я вам покажу несколько фрагментов их выступления в Амстердаме в саду. Там были концерты и в залах, но были более такие частные исполнения. Вот мы записали на видео. Это было в саду у одной художницы. Вот.
Вот. И здесь вот Чулдымова исполняет инструментальные какие-то свои композиции, звукоподражания на игиле, горловопение, то, что не совсем корректный термин горловое пение, мы знаем, да, хомей, каргара. Вот. И вместе они тоже исполняют интересные жанры фольклора. Я вам сейчас покажу кое-что. Фрагменты из видеозаписи. Это был звукоподражание.
И я хотел именно не только показать вот это эффектное горловое пение, которое в тот момент было очень модным стало, а было интересно показать хотя бы в такой компактной программе разные стороны тувинского фольклора. То есть в данном случае здесь вот эти звукоподражания были, скажем, есть еще скороговорки, загадки. И было интересно видеть не только, слышать, не только вот этот тембр горлового пения в волне, а еще как музыканты двигаются. Потому что эти музыканты не имеют, Чулдумол здесь в данном случае, не имел профессионального образования, сценического образования. То есть для него его поведение было крайне естественным и традиционным. То есть он был таким, как он есть, а кем он был, это был человек, глубоко выросший из традиции. Вот. Он знал, имел энциклопедические знания об окружающем мире, о травах, об обычаях тувинцев, о лошадях. Он мог рассказывать часами. Вот, эти вот звукоподражания, например, они все сопровождались неким рассказом об этом верблюде, об этом одиноком гусе, да, который остался без родителей. Это была такая всегда некая сказочка. И сказать, что вот он был просто исполнителем холмея, ну это просто ничего не сказать, потому что он был носителем культуры, язык, которым он пользовался, его манеры. Да, и в этом не было ничего наносного, все было категорически естественно. То есть, например, приходя в магазин в Амстердаме, покупая на кассе какой-то товар, он доставал из-за пазухи некую скомканную газету, разворачивал ее, потом оказывалось, что это кошелек, значит, которым это из газеты была такая газета тувинская, Шин. И, значит, у него там был табак, махорка, деньги, там какие-то мелочи. И вот таким образом доставал оттуда деньги, и кассирша такими глазами смотрела на все это дело. Но в этом не было ничего там несуразного, это было абсолютно естественно. Потом от этой же газеты он отрывал кусок бумаги и крутил махорку и курил ее. То есть это совершенно самодостаточное производство, от него не оставалось мусора, скажем так. И это глубоко вот его менталитет. Он всегда знал, что сказать по любому поводу. У него всегда были ассоциации, мы очень много разговаривали. Он говорил там о летающих тарелках каких-то, и о жизни кочевников. И прекрасно умел вести себя в ситуации, он был впервые в такой ситуации за границей. Конечно, может быть, у него было определенное волнение, но он вел себя крайне естественно и никогда не замыкался. Вот, скажем, после этого концерта, там на концерте была одна женщина, китаянка, офисный работник, ну такая вот настоящий современный офисный работник. Она настолько была поражена образом Чулдумола, что она потом не могла от него отойти, пыталась назначить свидание. Причем она была младше, там, лет на 30, да, скажем. Вот. Но поскольку был языковой барьер, и времени у нас было мало, это свидание организовывать мы не стали, но теоретически это было возможно. Да? То есть вот он имел даже такой вот шарм, что ли, магический. Я поставлю еще, как он сам придумал, колыбельную, как он поставил это на сцене. Sarang
Фрагмент из этого концерта, еще один я покажу. Это уже вместе с Зая Бергман. Chị cô mình ở sự tâm mềm đó ở số tâm sự tới được đó anh đã có hai ở đây này chị bằng một chút đi xem đây 누구 들어 가야 가는 거 사람 들어 그때 비슷해 그때 좀 따져버렸는데 아 배사가서 인베스터레스 거기서 아빠들 거기서 마시고 또 거기서 나 맨날 와시에시에 서이먼저 아 세번째 배사가 무슨 말 아 그리고서 와서 그래 맞아 그 얘기 아 배사가 저 엄청난 무슨 말 아 배사는 뭐 와주이들 완전 똑같어. 반짝 하고 결국 국가다 그거다 사실. 저 어때 내 그 모두 맞을 때 제일 맞아. 안다 사람 누가? 안다 가다이. 안다 누가 갑자기 있네. 어때 그 도착 끝나는데. 어때 그 대세제사 나오다는데. 어때 그 이따라는 바른 아들 때문에 어떤 선생님은 적가 어떤 교육법 같은 아치아스트라 교육 안 좋은데 아와샤도 무슨 세년 비세냐 카페 그쪽 두고 도장도 무슨 대사라서 또 이제 가시나 축주도 같은 거 축주도 была составлена такая программа именно чтобы показать все в короткое время, все многообразие. Естественно, что публика там не понимает турецкого языка, но тем не менее вот эта сила самих исполнителей, их, так сказать, энергия, шарм передает вот эту информацию каким-то образом
понимания текста, но люди были в восторге от этого, я думаю, очень многому научились. Вот. И здесь есть еще один момент, они играют Арк-и-Саир вместе, я покажу фрагмент. Обратите внимание, что вот Сая ГГ, он образованный композитор, и он даже исполняет гызанчи не совсем традиционным образом. А вот Шелдунов, как раз самый вот такой корневой.
Но дело в том, что вот как раз вот эти мастера, которые были носителями культуры, такими полноценными, они не обладали такими профессиональными амбициями тогда. И у них хватало времени и внимания на все остальные аспекты культуры. Вот. А современные музыканты в первую очередь выхолащивают свою техничность, свои музыкальные способности, что само по себе неплохо. Но часто мы видим, что дальше этого они не идут, и вот этот традиционный антураж становится больше внешностью. Снять красивый видеоклип, там, скажем, сделать хорошую постановку для сцены, сценическую программу, подбор репертуара, аранжировки песен. Это все прекрасно. Да, но дело в том, что это все опирается на вот эти знания, традиционные знания, которые так просто не добываются, скажем, в школе, в колледже искусства. То есть вам нужно, чтобы это понять, вам нужно оказаться вот среди ваших предков или там, среди ваших родственников, слушать звук ручья. Кстати, Шельдемоле, он нас водил в Рык-Бажир к своему, у него было свое место. Была там такая речка, и у него было свое дерево. И вот мы с Марком Фантонгером, кстати, тоже такой исследователь голландский, мы вместе были втроем, и он нас под секретом повел в это место вдвоем. Мы там немножко поговорили, и вдруг он просто перестал разговаривать. Вот. И, ну ладно, давайте посидим. Вот. И мы сели там просто, и мы с Марком просто заснули там. Вот. И мы спали под этим деревом. Я не знаю, что там Андрей Дамович делал. Но вот мы проснулись там, и это был какой-то такой райский сон, я не знаю, какой-то, может быть, шаманский сон. Вот он привез нас туда специально для этого. Или, например, он в Амстердаме погадал моему другу одному на камнях, на Хованах. И это сбылось. Причем солидно сбылось. Это не просто так сбылось. А мужчина как бы сложилась жизнь именно так, как вот что молот разложил на камнях. И вот эти особенные свойства из глубины души, которые идут, которые не проявляются во внешнем, просто так, не проявляются. Так же, как природа, наверное, не проявляется просто так, пока вы к ней не проявите какое-то особое внимание. Так она будет, просто вы там горы какие-то на фоне, так это, мимо проезжаете на машине, да, ну там. Вот. Все это как бы требует какого-то особенного внимания, и вот эти мастера, они умели это внимание оказать, они наблюдали за природой и просто были ее частью. Да. Вот мне кажется, что в музыкальном образовании традиционной музыки тоже должно быть некая вот такая интеграция в природу, потому что расписание уроков, скажем, это одно, а есть вещи, которые вы не распишете уроками. Да. Это, как, например, с Валентиной Юрьевной Сузуки об этом тоже разговаривали. Часто хлопьежи, например, называли своего учителя, говорили, вот он мой учитель. А в чем это заключалось? Оказывается, он просто пару раз слышал рядом, что этот учитель один раз посадил его рядом с собой и сказал, вот послушай. Вот и все. Вот это было такое все обучение. И зачастую этого хватало для того, чтобы воспринять некую сущность, такую эссенцию. Вот. А что я еще хотел вам показать, потому что времени мало. У меня есть еще интересные записи. Чадаган исполняет Анджима Тангак Анджима из Байтайги. Вот у нее я застал Чадаган интересную запись я сделал не в составе какого-то ансамбля, а именно сольным репертуаром отработанным. И тогда это было очень редко, большой редкостью. То есть к тому моменту, по-моему, Чадаган не исполнялся уже сольно, был немножко забытый только в ансамбле. Ну вот я поставлю ее запись.
теперь палочка, а дальше будет шкала. Интересно, что вот эта манера игры на чадагане, это как бы манера игры айдупы. Если вы знаете, айдупа, который известен своими песнями с баяном, он очень хорошо играл на чадагане и имел свою технику разработанную. Это 16-струнный чадаган. 16 струн. Вот. И еще хотел я об особенных персонажах рассказать. В то время я столкнулся еще с числом довольно большим таких интересных людей. Вот Сундукай Монтуш, Бабисан из Монголии, который тоже тувинец из Монголии, да, вот я его записывал. И вот Сундукай Монтуш из Чадана, это тоже такой особый персонаж, который обладал также энциклопедическими знаниями, крайней индивидуальностью, что вообще характерно было для этих людей. Они знали свою традицию, знали все законы, как это сказать, все ограничения, да? И при этом их дух был крайне свободным. Это были люди крайне свободного духа. Они делали, что хотели, высказывались открыто свое мнение, ну, в рамках того, как это этически позволено, да, в традиции. Вот. И никогда, в общем-то, не зависели ни от кого. И вот Сундукай, например, такой случай был. Он участвовал тоже во втором, вот этом, в 92 году, в первом международном симпозиуме по Балгею, выступал как мастер на сцене и исполнял песню. И тут вдруг я смотрю, почему я обратил на него внимание тоже. Мне понравилась песня, я сижу, слушаю, и тут вдруг выходят два мужчины и прямо выносят его со
сцены вместе со стулом. Видимо, ему махали, там говорили, хватит, хватит, но он не обращал внимания, его вынесли. Потом оказалось, что он пел просто шаманскую песню в своем варианте. И алкыш. И в 92 году, на самом деле, это было еще, видимо, не входило в программу, нельзя было такие вещи вот так выставлять. Скорее всего, он предполагал, что он споет в холме или еще что-то, но он решил начать алкыша, потому что это положено. У него был свой алкыш, начинающийся со свиста, а потом он переходил в текст. И организаторы решили, что это лучше убрать. Вот. И вот этот такой человек, который решал сам за себя, что делать. И я с ним познакомился, я много с ним ездил по Туве, ездил к нему на родину. И я поставлю вам короткий его вариант песни «Прижи».